эта война, правда, была также за выживаемость. Это была война не за Сталина, не за Ленина, не за коммунистическую идею, не за то, чтобы поработить потом всю Европу. Это была война за то, чтобы выжить. Символ выживания. Это символ выживания в какой-то мере. И мы просто благодарны этим людям, потому что мы выжили. Ну, если бы, вы представьте, если бы сдали Москву, если бы сдали Сталинград, немцы бы перешли в Волгу, они бы дошли до Урала. Ну, не было бы истории, ее бы не существовало. Не существовало бы эстонцев, не существовало бы латышей. Может, и американцев не существовало бы? Может быть, и американцев не существовало, хотя, думаю, они бы выкрутились. Как-нибудь. Как-нибудь, они бы откупились. Но на самом-то деле, вот немцы просто уничтожили. Если бы они не сумели контролировать нужное количество людей, это количество людей они бы уничтожили. Всех остальных бы они мечили. В конечном итоге это нормальная имперская политика, причем жесткая. Им надо было создать империю за несколько лет. Для этого надо было зажечь печи, построить концлагеря и так далее и тому подобное. Уничтожить вообще всех, кто будет этому сопротивляться, и выстроить мощное, сильное государство. Если бы русские, а русские, я в данном случае говорю не русские, а вообще россияне, да, все, кто тогда воевали, значит, на стороне Советского Союза, скажем, если бы мы бы проиграли, но не было никого, мы выиграли. Да, произошло то, что произошло. Сталин воспользовался. Сталин поставил под контроль Восточную Европу, в том числе там, балтийские государства. Но тем не менее эти государства сохранили свою независимость, свою культурную самобытность. У Сталина не было плана обрусения или русификации Восточной Европы или той же самой Эстонии. Понимаете? Там была совсем другая, там был социальный геноцид, скажем, политический геноцид, он был, но не было национального геноцида. При Сталине никто в Восточной Европе, в том числе эстонцы, не оказывались в положении тогда, когда они исчезнут. Это не было государственной политикой. Наоборот, при Сталине была достаточно интересная, да и не только при Сталине, а вообще в Советском Союзе национальная политика. Управление то же самое эстонским государством. Здесь Эстонская Социалистическая Республика, первые лица все были эстонцы. В Тартуском университете преподавание... Некоторые эстонцы, правда, не умели говорить по-эстонски, но... Ну я скажу, что и сейчас некоторые эстонцы, вот недалеко здесь живущие, тоже не очень хорошо говорят по-эстонски. Ну это правда тоже, да. Вот. Поэтому здесь надо понимать, здесь бывает. То есть, скажем так, это не Сталин виноват. Да. Во всяком случае, никак к Сталину отношения не имеет. Вот. Но тем не менее, Тартусский университет преподавания был на эстонском языке. Таллинский технический университет преподавания на эстонском языке. Все учебные высшие заведения везде было преподавание в Эстонии на эстонском языке. Причем, даже если мы возьмем факультеты Тартусского университета, там уже в 70-е годы преподавание на эстонском языке было больше, чем преподавание на русском языке. Ну, согласитесь, это никак не вяжется с политикой национального геноцида. Ну да, но эти погромы, людей увезли в Сибирь. Вы знаете, я видел одну фотографию. По поводу людей увезли в Сибирь. Видел одну фотографию, надпись на дверях тогдашнего отделения НКВД, которое было, где в советское время потом располагался военный комиссариат, а сейчас военный комиссариат тоже в Эстонской Республике, здесь, на Нарву. Там была надпись такая. Значит, заявления на соседей от граждан временно не принимаются в связи с загруженностью отдела НКВД. Ведь вы понимаете, была запущена репрессивная машина, люди ей воспользовались. Я правда знаю
те факты, когда и это было в начале 90-х, там, в конце 80-х, опубликовано много в газетах, когда просто человек, чтобы получить какой-то кусок земли от соседа, он писал на него бумагу и того отсылали. Говорят, да, что эстонцы были самые такие энтузиастные. Случилось с моей бабушкой. Один эстонец жаловал на ней. И хотел, что мою бабушку вывезли в Сибирь. Но тогда пришел один русский офицер и сказал, не надо, что мы не будем. Так что этот русский офицер спасал моей бабушке. Это очень так что... Ну вот видишь, а у меня во время войны моего отца, буквально моего отца и мою бабушку, во время войны спас офицер СС. На самом-то деле, мы в больших мифах живем, да? А сколько было эстонцев вывезено в Сибирь? 100 тысяч? Нет. Сколько? 30-40 тысяч. Да, большая, гигантская сумма, цифра. Но при тогдашнем населении в 900 тысяч эстонцев, ну после войны где-то 800 тысяч, даже 10% нет. Перед войной был, наверное, где-то 1 200 000. Нет, 900 тысяч. 900? 900 тысяч было, проживало эстонцев, и еще общее количество населения было около 1 100 000, и там были еще русские, немцы. Ну да. Вот это. Я статистику просто читал, куда-то изучил. А если поговорим еще об этом бронзовом солдате, но это был как символ этого выживания. И люди, и что там тогда случилось? Понимаете, если символ, в данном случае не символ выживания, а символ победы, и символ того, что мы выжили, мы устояли. Ну да. А это на самом деле это святое. Да? Вот как появлялись многие святые. Ведь это чудо. Это чудо. Для нас это святое. Мы потеряли это. Мы даже до сих пор не знаем, сколько... Церковь не такое важное место. Это важнее. Это важнее, потому что церковь все-таки это определенный миф. Скажем, через 100 лет эта война тоже станет мифом. Но сейчас это реальность. Сейчас это еще реально. Сейчас еще живы те люди, которые воевали. Сейчас еще жив мой отец, который помнит бомбежки. Недавно умер мой дядя, который оставил после себя книгу воспоминаний, детских воспоминаний. Ему было 5 лет, когда началась война. Я когда эту книгу читал, я просто плакал, потому что так было. Он написал моего отца, мою бабушку, там, мою тетку. Ну, как я понимаю, что вот у людях, как я понимаю, у русских, у тех людях, например, русскоязычных здесь в Эстонии, у них очень много взяли от них. И собрали, да. Ну, не дали возможность там выбирать. И теперь хотели еще отобрать этот памятник. Дело в том, что вот что еще произошло. Здесь, в Эстонии конкретно. Я скажу, что, конечно, в России, даже возле Кремля, возле Вечного огня, там нету той энергетики, которая была возле бронзового солдата. Хотя бы 9 мая, потому что где-то к середине 90-х годов это стал символом нашей русскости здесь. Это стал символом нашей русскости здесь, вот, в Эстонии, символом нашей культуры, символом нашей истории. И в какой-то мере, да, надо признать честно, символом сопротивления репрессивной машины, которая у нас была. Но это было все сопротивление, это был протест, мирный, абсолютно мирный протест. Мы приходили 9 мая, поздравляли своих ветеранов, в какой-то мере так протестовали цветами. И вдруг это забирают. Это забирают. У нас забирает символ, то, что мы объединились, что мы вообще перестали быть русскими. Что же произошло тогда? Мало того, когда закрыли, люди уже привыкли, они его видели, все нормально. Вдруг в один день, наверное, в течение нескольких часов люди перестали видеть этот памятник. Началась паника. Среди русских началась паника. Это серьезно. Я видел людей, которые были просто подвержены как будто бы панике, как будто они находятся на корабле, который тонет. Вот в тот самый момент. Когда это было? 26 апреля. В тот же день? В тот же день. Это сразу же началась памятник. Потому что памятника же не стало видно. Его спрятали под палатку. Ну да. Все.
Ну такая же паника, в принципе, была у эстонцев, когда хотели унести этот памятник в Лихула. Да, кстати, я скажу, что я поругался со многими своими друзьями из России, когда я был против, чтобы выносили памятник в Лихулу, потому что я сказал, что... А ты был против? Я был против. Я скажу, почему был против. Я сказал, ну, во-первых, что поставлено, то поставлено, но хотят люди опозориться со свастикой, ну, пускай позорятся. Мне, например, это никак не воздействует. Может быть, Ну там свастики и не было. Но там был мундир СС, тем не менее. Мундир был. Да, дело в том, что... Немецкий мундир просто. Нет, это был мундир СС. Но не свастика. Ну, не свастика, но двойная зиг примерно это то же самое, что свастика. Значит, и я был против, потому что я сказал, следующий, что уберут, уберут памятник. Это была вендетта. Это была вендетта, да, это была вендетта, совершенно верно, это была месть.